нас с вами уже прошло 2 недели из наших 3 недель молитвы. Jau pagāja 2 nedēļas no 3, kad mēs lūdzam. И если вы помните, то в первый день Даниэль прислал размышления на тему походки. Un В первой. pirmajā dienā bija tēma par to, kā mēs staigājam, par gaitu. Это мысль из послания Ефесянам. Tā ir doma no vēstules Efeziešiem. В послании Ефесянам апостол Павел пишет в 4 главе 1 стихе такие слова. Un 4. nodaļā 1. pantā apostols Pāvils raksta tādus vārdus. «Итак, я, узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны». И вы думаете, где здесь походка? Un jūs domājat, kur šeit ir par gaitu? В переводе теряется это слово «ходить». Tulkojumā šeit pazuda šīs vārds staigāt. То, что здесь переводится как «поступать», Kā šeit iztulkots rīkoties, на греческом языке это слово «ходить». grieķu valodā tas ir vārds staigāt. И апостол Павел в послании Ефесянам, он многократно использует это слово «ходите так, не ходите так». Un efesiešiem viņš ļoti bieži izmanto šo vārdu. Staigājiet tā un nestaigājiet citādi. Это слово, оно теряется в переводе Šīs vārds tiek pazaudēts и tulkojumā. обычно переводится как «жить» или «поступать». Un parasti tulkojās kā dzīvot vai kā rīkot. То есть в синодальном переводе это звучит как «поступайте так, живите так». Sinodālajā tulkojumā ir tulkots rīkojieties tā vai dzīvojiet tā. Но буквально Павел использует эту картину хождения. «Ходите» вот таким образом. Bet burtiski Pāvils izmanto šo vārdu kā staigāt. Staigājiet tādā veidā. Конечно же, он подразумевает то, как мы живем, то, как мы поступаем, Protams, viņš domā attiecībā uz to, kā mēs dzīvojam, kā mēs но он rīkojamies. использует для этого образ хождения, походки. Bet tā vietā viņš izmanto tādu gaitas veidu. Почему такая иллюстрация? Kāpēc šāda ilustrācija? Наверное, потому что христианская жизнь – это своего рода путь. Laikam, ka kristīgā dzīve ir sava veida kā ceļš. Это дорога, по которой христиане следуют за своим Господом Иисусом. Tas ir ceļš, pa kuru kristieši seko savam Dievam, Jēzum Kristu. Интересно, что когда вы читаете книгу «Деяний», там тоже используется слово «путь» о христианской вере. Interesanti, kad mēs lasām apustuļu darbu grāmatu, tur arī tiek izmantots tāds kā ceļš kristīgai ticībā. Многократно христианство называется путем в деяниях. Ļoti bieži kristietība apustuļu darbos tiek nosaukta par ceļu. Например, в 19 главе, Piemēram, 19. в nodaļā. 9 стихе мы читаем, что «Но как некоторые ожесточились и не верили, злословя путь Господень перед народом». И потом в 23 стихе «В то время произошел немалый мятеж против пути Господня». Вот путь, Tātad ceļš, путь Господа. ceļš pie tā kunga. И то, что имеется в виду под этим путем, это христианство. Un, kad tiek domāts šīs vārds ceļš, tas ir domāts par kristietību. Сегодня мы это называем христианство, тогда это называлось путем. Šodien mēs to izmantojam kā kristietība, un tolaik to izmantoja kā ceļu. Вы знаете, вначале христиан не называли христианами, Ziniet, no paša sākuma kristieši netika saukti par но их kristiešiem. называли приверженцами пути. Viņu sauca par ceļa piekritējiem. Те, кто были частью пути. Tie, kas bija daļa no ceļa. И на этом пути их вел Господь Иисус. Un šajā ceļā viņus veda tas kungs Jēzus. И вот апостол Павел обращается к этим путешественникам, Tad apostols Pāvils vēršās pie šiem ceļotājiem, живущим в Эфесе, kas dzīvo Efesā. и он их учит тому, как следует ходить. Un viņš māca viņiem, kā vajag staigāt. Иисус о себе тоже говорил, что Он есть путь, истина и жизнь. Un arī par sevi Jēzus teica, ka viņš ir ceļš, patiesība un dzīvība. И вот мы с вами тоже оказываемся на этом же пути. Un arī mēs esam ar jums šajā ceļā. Это дорога, по которой мы шагаем каждый день. Tas ir ceļš, pa kuru mēs ejam katru dienu. И это приводит апостола Павла к этому наставлению, где он говорит:
поступайте или ходите достойно вашего призвания. Un tas ved apostola Pāvila pie tās mācības, un viņš saka, staigājiet cienīgi jūsu aicinājumam. Умоляю вас ходить достойно звания, в которое вы призваны. Es jūs mudinu dzīvojot tā, kā to prasa jūsu aicinājuma cieņa. Это звание, это и есть этот путь, на котором мы находимся. Tas aicinājums ir tas ceļš, uz kura mēs atrodamies. Но мало того, что мы просто называемся людьми, которые идут по этому пути, Maz ir tas, ka mēs saucamies par tiem cilvēkiem, kas iet šo ceļu, нам также нужно понимать, как по этому пути идти, bet mums arī jāsaprot, kā iet pa šo ceļu, как ходить достойно. kā staigāt cieņā. У каждого человека есть своя походка. Katram cilvēkam ir sava gaita. Иногда человека легко узнать по его походке. Bieži vien cilvēku var atpazīt pēc viņa gaitas. Вы знаете, есть такие люди. Jūs zināt, ka ir tādi cilvēki. Возможно, у вас самого есть такая вам характерная походка. Varbūt arī jums ir kaut kāds jums raksturīgs gaitas stils. Кто-то, может быть, ходит, и у него очень большие шаги. Varbūt kāds iet un tam ir ļoti lieli soļi. Кто-то, может быть, ходит, и у него такая пружинистая походка. Kāds staigā un tas staigā tā kā atspere. Кто-то ходит очень быстро. Kāds iet ļoti ātri. Кто-то ходит очень медленно. Kāds staigā ļoti lēni. Но у каждого из нас есть какая-то своя походка. Bet katram no mums ir kāda sava И gaita. вы знаете, что есть такие люди, которых ты видишь издали, и ты его узнаешь не по лицу, а потому, как он ходит. Un ir tādi cilvēki, kurus tu redzi no tālienes, un to atpazīst ne pēc sejas, bet pēc gaitas. А какая должна быть походка у христианина? Kādai gaitai jābūt kristietim? Если христианин, он находится на пути, Ja kristietis ir ceļā, какая походка у него должна быть? kādai gaitai jābūt viņam? Как христианину нужно ходить? Kā kristietim vajag staigāt? Знаете, мы сами, когда приходим к Богу, Ziniet, kad mēs nākam pie Dieva, мы рождаемся свыше. mēs esam piedzimuši no augšienes. И тогда, как детям, нам тоже нужно учиться ходить. Un arī kā bērniem mums ir jāmācās staigāt. Дети не умеют ходить естественно, сразу же. Bērni uzreiz dabiski neprot staigāt. Им нужно учиться это делать. Viņiem vajag to mācīties darīt. Точно так же и в нашей вере Tāpat arī mūsu ticībā. нам нужно учиться правильно ходить. Mums jāiemācās pareizi staigāt. То есть правильно поступать, Tātad pareizi rīkoties, правильно жить. pareizi dzīvot. Как выглядит походка христианина? Kā izskatās kristieša gaita? Апостол Павел это раскрывает дальше в послании Ефесянам. Apostols Pāvils to tālāk parāda vēstulē И он Efeziešiem. дает 3 описания Un viņš dod 3 или 3 paskaidrojumus, характеристики 3 христианской īpašības походки. kristiešu gaitai. Первое, он будет говорить о том, что христианская походка, она любящая. Pirmais, ko viņš teiks, ka kristieša gaita tā ir mīloša. Он будет говорить, ходите в любви. Viņš runās, ka staigājiet mīlestībā. Дальше он будет говорить о том, что христианская походка, она светлая. Tālāk viņš runās, ka kristieša gaita tā ir gaiša. Он говорит, ходите во свете. Viņš saka, staigājiet gaismā. И третье, Un trešā, христианская походка, kristieša gaita, она мудрая. tā ir gudra. Он будет говорить, ходите в мудрости. Viņš teiks, ka staigājiet gudrībā. Давайте посмотрим на эти 3 характеристики поближе. Paskatīsimies uz šīm 3 īpašībām tuvāk. Ефесянам 5 глава с 1 стиха. Efesiešiem 5. nodaļa no 5. panta. Итак, подражайте Богу, как дети возлюбленные, и ходите в любви. Вот это слово «живите» — это «ходите». Ходите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал себя за нас в приношение и жертву Богу в благоухание приятное. Очень уместное наставление. Ļoti tāda pamācība, kas ir dota vietā. Иисус говорил о том, что по любви будут узнавать Его учеников. Jēzus teica, ka pēc mīlestības atpazīs viņa mācekļus. Это та характеристика, по которой другие люди должны понимать, что ты, наверное, христианин. Tā ir tā īpašība, pēc kuras citiem cilvēkiem ir jāsaprot, ka tu esi kristietis. Конечно же, никто не будет спорить с тем, что любовь – это хорошо. Protams, neviens nestrīdēsies par to, ka mīlestība tas ir labi. Сложно будет найти человека, верующего или неверующего, кто поспорил бы с этим.
Grūti būs atrast ticīgo, jeb neticīgu cilvēku, kas ar to strīdētos. Все согласны, что любовь – это хорошо. Visi piekrīt tam, ka mīlestība tas ir labi. Но люди имеют разные представления о том, что же такое эта любовь. Bet cilvēkiem ir dažāds iespējas par to, kas tad ir tā И mīlestība. Павел в последующих стихах говорит о блуде Tālāk Pāvils runā par netiklību и о других вещах, связанных с этим. un arī par citām lietām, kas ir ar to saistīti. Это все это искажение любви. Viss tas ir mīlestības nepareizs uzskats. Это то, что мир, может быть, называет любовью, Varbūt tas ir tas, ko pasaule uzskata par mīlestību, но это то, что такое на самом деле не является. bet īstenībā tas tāda nav. Любовь выглядит по-другому. Mīlestība izskatās savādāk. И Павел призывает жить в настоящей любви. Un Pāvils aicina dzīvot īstā mīlestībā. Поэтому вместо блуда и тому подобных вещей Un tāpēc netiklības un citu lietu vietā Павел говорит: подражайте Богу. Pāvils saka, līdzināties Dievam. Христианская походка – это, оказывается, походка вслед за Христом. Kristieša gaita izskatās, tā ir gaita, sekojot Jēzum. Шаг за шагом следовать за Ним. Soli pēc soļa sekot viņam. Ходить в любви – это поступать как Иисус. Staigāt mīlestībā, tas nozīmē rīkoties kā Jēzus. Подражайте Богу, Līdzinieties Dievam, как дети возлюбленные. kā mīļotie bērni. Вы знаете, что дети вас копируют. Jūs ziniet, ka bērni jūs kopē. Ваши дети, они вас копируют. Jūsu bērni jūs kopē. Они видят, как вы поступаете, как вы разговариваете. Viņi redz, kā jūs rīkojaties, kā jūs runājat. И они повторяют то же самое. Viņi atkārto to pašu. Они берут от вас какие-то качества и потом применяют их сами. Un viņi no jums ņem kaut kādas īpašības un pielieto to paši. И Павел говорит: вот вы Божьи дети, Un Pāvils saka, jūs esat Dieva bērni. чада возлюбленные. Iemīļotie bērni. То есть вы любимые дети. Tātad jūs esat mīļotie bērni. Тогда подражайте своему Отцу. Tad līdzinieties savam tēvam. Будьте Его тенью. Esiet viņa ēna. Да, как наша тень, она во всем подражает нам. Kā mūsu ēnīt visā atdarina mūs, Куда мы, туда она. kur mēs tur arī viņa, Что мы делаем, то и она. ko mēs daram, to arī viņa dara. Не будьте как тень Питера Пэна. Neesiet kā Pitera Pena ēna. Вы знаете историю про Питера Jūs Пэна? zinat stāstu par Piteru Penu? Сказку про мальчика, который умел летать, Pasaku par zēnu, kurš mācēja lidot, который жил в особой земле, где никто не старел. kurš dzīvoja īpašajā zemē, kur neviens nepalika nekad vecs, И у него была тень, un viņam bija ēna. но его тень, она жила своей жизнью. Bet tā ēna dzīvoja ar savu dzīvi. Он мог идти туда, и его тень идет в другую сторону. Viņš varēja iet tajā pusē, un ēna gāja pretējā. И она была такая непослушная ему тень. Tā bija nepaklausīga ēna. Вот не будьте такими. Neesiet par tādiem. Будьте как дети возлюбленные, Esiet kā iemīļotie которые bērni, смотрят на Отца, kuri skatās uz tēvu, то, что Он делает, то, что Он совершает, to, ko viņš dara, to, ko viņš pilda, и повторяйте то же самое в своей жизни. un dariet to pašu jūsu dzīvē. В Евангелии от Иоанна Иисус много об этом говорит. Jāņa evaņģēlijā Jēzus par to ļoti daudz Он runā. говорит: «Я ничего не делаю от себя». Viņš saka, neko es nedaru no sevis. Иисус говорит: «Все, что я делаю, Jēzus saka, visu, ko es daru, я это вижу у Отца и повторяю». es to redzu tēvā un to atkārtoju. И вот к тому же призывает нас Павел здесь. Un arī uz to Pāvils mūs aicina šeit. Смотрите на Отца, Skatieties uz tēvu, на Его любовь, uz viņa на mīlestību, Его определение любви uz viņa mīlestības noteikšanu и повторяйте это за Ним. un atkārtojiet to pēc Не viņa. следуйте за тем, что говорит мир. Un sekojiet tam, ko saka pasaule. Не следуйте тому, что мир говорит о любви. Nesekojiet tam, ko pasaule runā par Не mīlestību. соглашайтесь с тем определением любви, которое предлагает мир. Nepiekritiet ar to mīlestības definīciju, ko piedāvā pasaule. Вместо этого смотрите на Отца Tajā vietā skatieties uz tēvu и подражайте Ему, как возлюбленные дети. un līdzinieties viņam kā iemīļotie bērni. Как выглядит Божья любовь? Kā izskatās Dieva mīlestība? Павел тоже об этом здесь говорит. Arī Pāvils par to šeit runā. Как и Христос возлюбил вас. Kā arī Kristus jūs ir iemīlējis. Ходите в любви, Dzīvojiet un segiet mīlestībā. как и Христос возлюбил вас. Kā Kristus jūs mīlējis.
Что это значит? Ko tas nozīmē? Это значит жертвовать собою ради других. Tas nozīmē upurēt sevi citu Как cilvēku и dēļ, Иисус поступил. kā arī Jēzus rīkojās. Он пожертвовал собой ради блага других. Viņš upurēja sevi par citu labu. Иногда мы поступаем наоборот. Dažreiz mēs rīkojamies Мы savādāk. жертвуем другими ради блага своего. Upurējam citus sev par labu. Апостол Павел говорит, нет, подражайте Богу, как Абсолютно. дети возлюбленные. Apostols Pāvils saka, nē, līdzinieties Dievam kā mīļotie bērni. И ходите в любви так же, как и Иисус Христос вас возлюбил. Un staigājiet mīlestībā tieši tāpat, kā Kristus jūs ir mīlējis. В первом послании к Коринфянам в 13 главе эта любовь описывается. Šī mīlestība tiek aprakstīta 1. vēstulē Korintiešiem 13. nodaļā. Давайте просто напомним себе, как выглядит эта Божья любовь. Vienkārši atgādināsim sev, kā izskatās šī Dieva mīlestība. Любовь долготерпит, она милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, она не гордится, не бесчинствует, она не ищет своего, не раздражается и не мыслит зла. Она не радуется неправде, а сорадуется истине. Она все покрывает, всему верит, всего надеется и все переносит. И в конце любовь никогда не перестает. Вот такой любовью Бог возлюбил нас. Ar tādu mīlestību Dievs ir mūs mīlējis. И Павел призывает, ходите в этой любви. Un Pāvils aicina staigājiet šādā В mīlestībā. любви, которая не мыслит зла, Mīlestība, kas netur ļaunu, которая не превозносится над другими, kura nepaukstinās par citiem, которая все покрывает, kura visu pārklāj, всему верит, visam tic, всего надеется uz visu cer и никогда не перестает. un nekad nebeidzās. Вот одно из качеств в христианской походке. Lūk, viena no kristieša gaitas īpašībām. Как выглядит христианская походка? Kā izskatās kristieša gaita? Она любящая. Tā ir mīloša. Это походка в любви, Tā ir gaita mīlestībā, которая не перестает. kas nekad nebeidzās. Дальше апостол Павел говорит о том, что это походка светлая. Tālāk apostols Pāvils runā, ka tā ir gaiša gaita. 5 глава с 8 стиха. 5. nodaļa no 8. panta. «Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. Ходите». Снова это слово, которое теряется в переводе. «Ходите, как дети света». Un atkal šīs vārds, kas tiek pazaudēts tulkojumā, dzīvojiet kā gaismas bērni. «Потому что плод Духа состоит во всякой благости, праведности и истине. Испытывайте, что благоугодно Богу, и не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте, ибо о том, что они делают тайно, стыдно и говорить». Павел говорит, вы были некогда тьма. Pāvils saka, ka kādreiz jūs bijāt tumsā. Даже не просто вы были во тьме, Nav vienkārši, ka jūs bijāt tumsā, вы некогда были тьма. ka jūs bijat tumsa. Вы были часть этой тьмы. Jūs bijat daļa no šīs tumsas. А теперь Bet tagad вы свет jūs esat gaisma в Господе. tajā kungā. То есть то, кем ты являешься, определяет то, как ты поступаешь. Tātad, kas tu esi, nosaka par to, kā tu rīkojies. Раньше вы были тьма, Agrāk jūs bijāt tumsa, и вы поступали соответственно. un jūs līdzīgi rīkojaties. Но теперь уже не так. Bet tagad vairs tā nav. Теперь вы свет в Господе. Tagad jūs esat gaisma kungā, Поступайте соответственно. un tāpēc rīkojieties atbilstoši. То, кем мы являемся, влияет на то, как мы себя ведем. Tas, kas mēs esam, ietekmē to, kā mēs uzvedamies. Наша походка – это то, что у нас получается естественно. Mūsu gaita tas, kas mums sanāk dabiski. Наша физическая походка. Mūsu fiziskā gaita. Те, у кого очень широкие шаги, Un tagad tiem, kam ļoti lieli soļi, у них это просто естественно получается. viņiem tas dabiski sanāk. Те, кто ходит так в подпрыжку, Tie, kuri iet tā kā lecot, у них тоже это естественно получается. arī viņiem tas dabiski Они не sanāk. пытаются специально так делать. Viņi necenšas speciāli tā darīt. Это просто естественно для них. Viņiem tas ir dabiski. Почему? Kāpēc? Это могут быть разные причины, Tam ir dažādi iemesli. анатомия, образ жизни и так далее. Anatomija, dzīvesveids un tā tālāk. Но все вот это вот складывается вместе, Bet viss tas sanāk kopā. и тогда проявляется в том, как они ходят. Un tas parādās, kā tas cilvēks staigā. Но точно так же и в духовном мире.
Līdzīgi arī garīgajā pasaulē. То, kем мы являемся, Kas mēs esam, определяет то, как мы с вами поступаем. nosaka to, kā mēs rīkojamies. И если мы свет в Господе, Un ja mēs esam gaisma kungā, нам нужно и ходить соответственно. mums arī līdzīgi jāstaigā. Эта походка должна быть внутри нас. Tai gaitai jābūt mūsos. Это не то, что мы пытаемся сфабрицировать. Nav tas, ko mēs mēģinam izveidot. Это то, что естественным образом в нас проявляется, Tas ir, kas mūsos dabiski parādās, потому что в нас живет Дух Божий. jo mūsos dzīvo Dieva gars. А когда Дух Божий живет в человеке, Un kad cilvēkā dzīvo Dieva gars, он не может оставаться прежним. tas nevar palikt tāds pats. Он не может ходить той же походкой. Viņš nevar staigāt ar tādu pašu gaitu. В 4 главе 4. nodaļā апостол Павел говорит: apostols Pāvils saka, «Не поступайте, как язычники». nerīkojieties kā pagāni. И снова слово «поступайте» — это слово «ходите». Un atkal šīs vārds rīkojieties, tā kā vārds Он dzīvojiet. говорит: «Не ходите, как прочие народы». Viņš saka, nedzīvojiet kā citas tautas, У них тоже есть своя походка. jo viņam arī ir sava gaita. И у вас была такая же походка. Un jums bija tāda gaita. И больше не ходите такой походкой, Un vairāk nestaigājiet tāda, потому что вы больше не тьма, jo jūs vairāk neesat tumsa. а вы теперь свет в Un Господе. tagad jūs esat savā kungā gaisma. Поэтому это не просто моральное учение о том, как вот правила, как нужно жить. Tā nav vienkārši morāla mācība par to, kā pareizi Это dzīvot. изменение, которое Бог внутри нас производит своей силой. Tas ir izmaiņas, ko Dievs ar savu spēku veido Он нас mūsos. наполняет, Viņš mūs Он piepilda, нас меняет, viņš mūs и от maina, этого меняется то, как мы ходим. un no tā mainās, kā mēs staigājam. И свет здесь ассоциируется с благостью, праведностью и истиной, как пишет Павел. Un kā Pāvils raksta, gaisma šeit tiek salīdzināta ar patiesību, ar taisnīgumu. Это плод того, что мы ходим во свете. Tas ir auglis tam, ka mēs staigājam gaismā. Напротив, когда Павел говорит о тьме, Un pretēji, kad Pāvils runā par tumsu, он пишет, что дела тьмы, они бесплодны. viņš runā, ka tumsas lietas nenes augļus. Он говорит: не участвуйте в бесплодных делах Un viņš тьмы. saka, nepiedalieties neauglīgos darbos. То, что делает тьма, она не приносит никакой пользы. To, ko dara tumsa, tā nenes nekādu labumu. Жизнь без Бога, Dzīve bez Dieva. она в конце концов бесплодна. Galu galā tā ir neauglīga. В конце концов, она бесплодна. Galu galā tā ir neauglīga. Она приносит плод, может быть, временный, Varbūt tā nes kādu augli, bet tas būs laicīgs. на время, Uz kādu laiku. а потом исчезает. Un tad pazūd. Но жизнь во свете, о которой говорит Павел, Bet dzīve gaismā, par kuru runā это Pāvils, жизнь, которая приносит много плода. tā ir dzīve, kas nes daudz И augļus. этот плод, он пребывает вечно. Un šīs auglis paliek Он mūžīgi. приносит вечный результат. Tas nes mūžīgu augli. И он говорит, что эти бесплодные дела, это бесплодные дела тьмы. Un viņš saka, ka tie ir tumsas neauglīgie darbi. И дальше он говорит, что эти дела не совершаются в тайне, Un tālāk viņš runā, ka šie darbi tiek veikti slepenībā, в темноте. tumsā. О том, что они делают тайно, он говорит, стыдно и говорить. Un viņš saka par to, ko viņi dara slepenībā, par to pat kauns runāt. Я уверен, что вы понимаете. Es esmu pārliecināts, ka jūs saprotat. Чтобы быть во свете, Lai būtu gaismā, нужно выйти из тьмы. vajag iziet no tumsas. Но когда ты живешь в темноте, это очень сложно. Bet, kad tu dzīvo tumsā, tas ir ļoti sarežģīti. Когда ты провел долгое время в темноте, Kad tu ilgu laiku pavadīji tumsā, выйти во свет не самое приятное. iziet gaismā nav viens no tiem patīkamiem momentiem. Потому что этот свет, он ослепляет тебя. Ослепляет. Jo gaisma apžilbina tevi. Это неприятно. Tas ir nepatīkami. Кажется, больно. Izskatās pat, ka sāp. И в какой-то момент ты ничего даже не видишь. Un kaut kādu momentu tu neko pat neredzi. Вспомните апостола Павла, Atcerieties apostoli Pāvilu, который тоже жил во тьме. kurš arī dzīvoja tumsā. А тогда он встретился со светом. Un tad viņš sastapās ar gaismu. И этот свет его настолько ослепил, Un šī gaisma tik ļoti viņu что он apžilbināja, на время ослеп. ka uz laiku viņš palika akls.
Конечно, не с каждым такое происходит физически. Protams, fiziski tas nenotiek ar katru. Но когда мы встречаемся с истинным светом, Bet, kad mēs sastopamies ar patiesu с gaismu, духовным светом, который во Христе, ar garīgo gaismu, kas ir Kristū, сначала это ослепляет. no sākuma tas apžilbina, Это больно, un tas sāp. это неприятно. Tas nav patīkami. Почему? Kāpēc? Потому что все, что делалось в тайне, Jo оно viss, становится явным. kas tika darīts slepenībā, tas kļūst redzams. Все, что ты не хотел, чтобы кто-то узнал, Visu, ko tu negribēji, lai kāds uzzinātu par все это to, выходит на свет. viss tas parādās gaismā, Перед Богом Dieva priekšā. все становится видно. Viss ir redzams. Все становится явно. Viss ir redzams. И Павел говорит о том, что они делают тайно, об этом стыдно и говорить. Un Pāvils saka, to, ko viņi dara slepenībā, par to pat kauns runāt. Вы понимаете, наше призвание – это жить жизнью, за которую не будет стыдно. Ziniet, mūsu aicinājums dzīvot tādu dzīvi, par kuru mums nebūs kauns. Это жизнь во свете, Tā ir dzīve gaismā, где все явно, kur viss ir redzams, где ничего не скрывается. kur nekas nav apslēpts. Прожить жизнь так, Nodzīvot dzīvi tā, чтобы ни за что не было стыдно. lai ne par ko nebūtu kauns. Вот это жизнь во свете. Lūk, tā ir dzīve gaismā. Представьте на мгновение, Uz momentu iedomājieties, что все люди ka visi cilvēki могли бы в одно мгновение vienā mirklī varētu узнать все о вас. uzzināt par jums pilnīgi visu. Или давайте не возьмем всех людей. Nu, labi, neņemsim visus cilvēkus. Возьмем какого-нибудь одного человека, Paņemsim kādu vienu cilvēku. знакомого вам, близкого вам человека. Ļoti pazīstam un tuvu jums И cilvēku. этот человек, он может узнать все о вашей жизни. Un šis cilvēks varētu uzzināt visu par jūsu Буквально dzīvi. все. Burtiski Все visu. ваши мысли, Visas jūsu все ваши domas, поступки, visas jūsu все ваши rīcības, идеи, visas jūsu все ваши idejas, мотивы, visus все, motīvus, что вы делали, visu, ko darījāt, все, что вы не делали. visu, ko nedarījāt. Будет ли вам стыдно? Vai jums būs kauns? Наверное, будет. Es domāju, ka būs. Очень. Ļoti. Мне было бы стыдно Man būtu kauns за некоторые вещи в моей жизни, par dažām lietām manā dzīvē, потому что они были во тьме. jo viņi bija tumsā. Они совершались там. Tie tika pieļauti tur, Но теперь bet tagad Бог призывает нас войти во свет, Dievs mums aicina ieiet gaismā, оставить то, что было там, atstāt visu to, kas tur и bija, войти во свет. un ieiet gaismā И жить жизнью, un dzīvot dzīvi, за которую стыдно не будет. par kuru nebūs kauns. Вот как выглядит походка христианина. Lūk, kā izskatās kristieša gaita. Это любящая походка. Tā ir mīloša gaita. И это походка, за которую не стыдно. Tā ir gaita, par kuru nav kauns. Подумайте об этом. Padomājiet par to. Перед тем, как вы принимаете какое-то решение Pirms jūs pieņemat kādu lēmumu или говорите какое-то слово, vai runājat kādu vārdu, подумайте об этом. padomājiet par to. Будет ли вам за это стыдно, Vai jums būs par to kauns, если все об этом uзнают? ja visi par to uzzinās? Это, наверное, то, о чем нам нужно почаще думать Laikam tas ir tas, par ko mums biežāk и jādomā напоминать себе. un jāatgādina Если бы sev. все узнали то, что я сейчас делаю, было бы ли мне стыдно? Vai man būtu kauns, ja visi uzzinātu to, ko es tagad daru? Давайте жить жизнью, за которую стыдно не будет. Tad dzīvosim tādu dzīvi, par kuru mums nebūs kauns. И третье. Un trešā lieta. Павел говорит, что походка христианина, она мудрая. Pāvils saka, ka kristieša gaita tā ir gudra. 5 глава, 15 стих. 5. nodaļa, 15. pants. Итак, смотрите, ходите, снова это слово, осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божья. Ходите осторожно, Tātad staigājiet uzmanīgi, как мудрые. kā gudrie. Это мудрая походка. Tā ir gudra gaita. И он дальше поясняет, что это значит. Un tālāk viņš paskaidro, ko tas nozīmē. Он говорит, дорожа временем. Viņš saka, ka izmantojiet laiku. Мудрый человек дорожит своим временем. Gudrs cilvēks
pareizi izmanto savu laiku. Он не тратит его впустую. Tas netērē to velti. Он использует его с пользой. Viņš to izmanto ar nodomu. И Павел пишет, потому что дни лукавы, Un Pāvils saka, jo dienas ir ļaunas, они обманчивы. tās ir melīgas. Поэтому не тратьте время впустую, Un tāpēc netērējiet laiku pa tukšo. думая, что у тебя есть столько времени, и еще впереди тебя ждет какое-то время. Domājot, ka tev ir tik un tik daudz laika un vēl priekšā kāds laiks ir. Но ты этого не знаешь. Tu to nezini. Завтрашний день не гарантирован. Rītdiena nav garantēta. Только Господь знает, Tikai tas kungs zina, что нас ждет завтра. kas mūs gaida rītdien. Поэтому дорожите временем. Un tāpēc vērtējiet šo laiku. Используйте то время, которое у вас есть. Izmantojiet to laiku, kas jums ir Мудро. gudri. Не тратьте его впустую. Netērējiet to pa tukšo. А для этого Bet tam dēļ, что нам нужно делать? ko mums vajag darīt? Апостол Павел пишет, познавайте, что есть воля Божья. Apostols Pāvils saka, uzziniet, kas ir Dieva griba. Давайте свяжем эти вещи вместе. Savienosim šīs lietas kopā. Жить мудро означает дорожить временем. Dzīvot gudri nozīmē vērtēt laiku. А что значит дорожить временем? Ko nozīmē, kad mēs vērtējam laiku? Это значит познавать волю Бога. Tas nozīmē iepazīt Dieva gribu. И тогда использовать наше время для этого. Un tad izmantot mūsu laiku tieši tam. Понять, что Бог хочет от меня в этот момент, Saprast, ko Dievs no manis vēlās šajā momentā, в этот период моей жизни, šajā manas dzīves periodā. и использовать свое время для этого. Un savu laiku izmantot tādēļ. Не тратить его впустую. Netērēt to pa tukšo. А дальше Un tālāk Павел добавляет еще одну характеристику Pāvils pievieno vēl vienu īpašību к этой мудрой походке. pie šīs gudras gaitas. Во-первых, мудрая походка дорожит временем. Pirmkārt, gudra gaita izmanto pareizi laiku. Но Павел еще дальше продолжает в 18 стихе. Bet tālāk Pāvils 18. pantā turpina. И пишет, и не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом. Это тоже мудрая походка. Tā arī ir gudra gaita. Не упивайтесь вином, Un neprebinieties ar vīnu. это помрачает твое сознание. Tas dara tavu prātu Ты neprātīgu. не будешь искать мудрости у пьяного человека. Tu nemeklēsi gudrību pie piedzeruša cilvēka. Но вместо этого Bet tādēļ наполняйся духом. piepildies ar garu. То есть мудрый человек, он, во-первых, дорожит временем, Gudrs cilvēks pirmkārt tas vērtē laiku. и, во-вторых, мудрый человек наполняется духом. Un otrkārt, gudrs cilvēks tiek piepildīts ar garu. Наполнение духом – это проявление мудрости. Gara piepildīšana tā ir gudrība. Глуп человек, который не хочет наполняться духом. Muļķis ir tas cilvēks, kurš negrib būt piepildīts ar garu. Это глупо не хотеть этого. Tas ir muļķīgi to negribēt. Это мудро наполняться. Un gudri ir piepildīties. И вот Павел призывает нас, ходите в мудрости. Un Pāvils aicina mums staigājiet gudrībā. Что это означает? Ko tas nozīmē? Дорожи своим временем Vērtē savu laiku и наполняйся духом. un piepildies ar garu. Но как это делать? Kā to darīt? Это не происходит автоматически. Tas nenotiek automātiski. Конечно, наполняет нас Бог, Protams, Dievs mūs piepilda. но что нам стоит делать, чтобы способствовать этому наполнению? Bet ko mums vajag darīt, lai īstenot šo piepildīšanu? Павел нам к нашей радости дает наставление. Un mums par prieku Pāvils dod mums pamācību. Он говорит, наполняйтесь духом. Viņš saka, piepildieties ar garu. И дальше 3 слова отметим. Un 3 vārdus atzīmēsim tālāk. Обратите внимание на склонение этих слов. Pievērsiet uzmanību, kā tiek izmantoti šie vārdi. Наполняйтесь духом, Piepildieties ar garu, назидая, потом благодаря и потом повинуясь. Извини, Наташа. runādami, pēc tam Благодаря pateicoties un и slavēdami. повинуясь. Būt paklausīgiem. На латышском языке, может быть, немножко по-другому это формулируется. Но наполняйтесь духом, Bet piepildieties ar garu, делая
эти три вещи. Darot šīs trīs lietas, Первое, назидая самих себя, назидая друг друга. tātad pamācot, runādami viens otram, Каким образом? kādā veidā? Через пение. Caur dziesmām, Пойте в сердцах ваших Господу. dziediet savās sirdīs kungam. И когда вы это делаете, Un, kad jūs to darat, что-то происходит внутри. kaut kas iekšā notiek. Когда вы славите Господа, что-то внутри происходит. Kad jūs slavējat Dievu, iekšā kaut kas И Павел notiek. пишет, вы назидаете себя, Un Pāvils saka, tādā veidā jūs вы строите себя, pamāciet, jūs cēliet sevi, вы строите друг друга, jūs cēliet viens otru, укрепляете себя, укрепляете друг друга. stipriniet sevi un citus. И в результате этого Un tā rezultātā мы наполняемся Духом. mēs piepildamies ar garu. Павел пишет, наполняйтесь Духом. Pāvils saka, piepildieties ar garu. Каким образом? Kādā veidā? Назидая друг друга через пение. Pamācot viens otru caur dziesmām. Когда мы поем, мы можем наполняться Духом. Kad mēs dziedam, mēs varam piepildīties ar garu. Это не просто для красоты. Tas nav vienkārši skaistums. Христиане всегда пели Kristieši vienmēr с dziedāja самого начала. no paša sākuma. И евреи еще до этого. Un ebreji vēl pirms tam. И это было не случайно, Un tas nebija nejauši, потому что через pение jo caur dziedāšanu Дух Божий наполняет нас. Dieva gars mūs piepilda. Что-то происходит в нашем сердце, когда мы поем. Kaut kas notiek mūsu sirdī, kad mēs dziedam. Особенно, Īpaši, когда петь не хочется. Когда петь не хочется. kad negribās dziedāt. Когда петь не хочется. Kad negribās Но dziedāt. ты решаешь, все равно я буду славить моего Бога. Bet tu tāpat pieņem lēmumu, ka es tā slavēšu manu Dievu. Вот тогда что-то внутри Un происходит. tad kaut kas iekšā notiek. Потому что Дух Святой наполняет нас. Jo svētais gars mūs piepilda. Это первое. Tas ir pirmais. Второе, как еще мы наполняемся Духом? Kā mēs vēl piepildamies ar garu? Otrais. Благодаря всегда за все Бога и Отца. Pateicoties vienmēr un par visu debes tēvam. Благодаря. Pateicoties. И вот два слова, которые нам не нравятся. Un lūk, divi vārdi, kas mums nepatīk. Всегда Vienmēr и за все. un pār visu. Благодаря. За что благодарить Бога? Par ko pateikties Dievam? Когда Его благодарить? Kad viņam pateikties? Всегда благодарить. Vienmēr pateikties. За все Par благодарить. visu pateikties. Это не всегда легко. Tas nevienmēr ir viegli. Это легко, когда есть хорошие вещи, Tas ir labi, kad ir labas lietas, благословение и успех. svētība un veiksme. Но Павел пишет, вы наполняетесь Духом тогда, Bet Pāvils raksta, jūs piepildieties ar garu tad, когда вы благодарите Бога всегда и за все. kad jūs esat pateicīgi Dievam vienmēr un pār visu. И третье. Un trešais. Как еще мы наполняемся Духом? Kā vēl mēs piepildamies ar garu? Повинуясь Kad друг esam другу. paklausīgi cits citam. Друг другу. Cits citam. Тут нету одного, кто превыше всех, и все повинуются Ему. Te nav kāds, kurš ir augstāks un visi viņam pakļaujās. Повинуясь друг другу. Ka mēs esam paklausīgi cits citam. С чего бы мне это повиноваться вам? Kāpēc man vajag jums paklausīt? В страхе Божьем. Dievbijībā. Ты имеешь страх перед Богом? Vai tev ir bijība tā kunga priekšā? Вы имеете страх перед Богом? Тогда повинуйтесь друг другу. Ja jums ir bijība Dieva priekšā, tad esiet paklausīgi cits citam. В страхе Божьем. Dievbijībā. В нас что-то происходит, Mūsos kaut kas notiek, когда мы смиряем себя перед другими людьми. kad mēs esam pazemīgi citu cilvēku priekšā. Тогда тоже что-то внутри начинает двигаться. Tad arī kaut kas iekšā sāk kustēties. Когда мы почитаем других выше себя, Kad mēs uzskatām citus augstāk par sevi, тогда что-то внутри происходит. tad iekšā kaut kas notiek. Тогда Дух Святой наполняет нас. Tad svētais gars mūs piepilda. Как мы наполняемся Духом? Kā mēs esam piepildīti ar garu? Назидая самих себя друг друга через пение. Pamācot sevi un citus dziedot. Благодаря за все и всегда нашего Бога. Pateicoties Dievam par visu un vienmēr. И повинуясь друг другу. Un
būdami paklausīgi cits citam, в страхе Божьем. dievbijībā. Когда мы это делаем, Kad mēs to darām, тогда мы наполняемся Духом. tad mēs esam piepildīti ar garu. И мы много молимся о том, чтобы нам наполняться. Mēs daudz lūdzam, lai mēs būtu piepildīti. И мы много говорим об этом. Mēs daudz runājam par to. Но делаем ли мы эти вещи? Vai mēs darām šīs lietas? Это то, что нам необходимо практиковать, Tas ir tas, ko mums vajag praktizēt, чтобы наполняться. lai būtu piepildītiem. Итак, христианская походка Un jā, un kristieša gaita, – это любящая походка tā ir mīloša в gaita, любви. mīlestībā. Христианская походка – это светлая походка. Kristieša gaita, tā ir gaiša gaita, Она во свете. tā ir gaismā. И христианская походка – это мудрая походка. Un kristieša gaita ir gudra gaita, Она в мудрости. jo tā notiek gudrībā. И интересно, что в Библии эти три качества, они присваиваются Богу. Un interesanti, ka Bībelē ir trīs īpašības, kas piemīt Dievam. Мы считаем, что Бог есть любовь. Mēs lasām, ka Dievs ir mīlestība. Бог есть свет. Dievs ir gaisma. А в первом послании к Коринфянам Bet pirmā vēstulē про korintiešiem Иисуса Христа сказано: par Kristu ir teikts, Он премудрость Божья. viņš ir Dieva gudrība. Для того, чтобы иметь такую походку, Lai mums būtu tāda gaita, любящую, светлую и мудрую, mīlošo, gaišu un gudru, нам надо постоянно смотреть на Бога, mums patstāvīgi jāskatās uz Dievu. обращать свой взор на Него. Svērst savu skatienu uz viņu. Хочешь ходить в любви? Vēlēs staigāt mīlestībā. Учись у того, кто есть любовь. Mācies no tā, kas ir mīlestība. Хочешь ходить во свете? Gribi staigāt gaismā. Приди к тому, кто есть свет. Nāc pie tā, kas ir gaisma. Хочешь ходить в мудрости? Gribi staigāt gudrībā. Ищи мудрости у того, кто сам есть мудрость. Meklē mudrību pie tā, kurš pats ir gudrība. Вот так выглядит христианская походка. Tā izskatās kristieša gaita. Я думаю, вы согласитесь. Es domāju, ka jūs piekritīsiet. Если бы мы с вами Ja mēs ar jums всегда ходили такой походкой, vienmēr staigātu tādā gaitā, нас узнавали бы издалека. mūs varētu atpazīt jau no tālienes. Да будет так. Lai tā arī ir. Помолимся. Tagad lūksim. Отец Небесный, Ты, кто являешься любовью, светом и премудростью, мы обращаемся к Тебе сегодня и благодарим Тебя. Благодарим Тебя за то, что Ты говоришь к нам в Твоем Слове, и Ты нас учишь, Ты нас наставляешь. И не только это, но Ты даешь нам силы, и Ты нас изменяешь изнутри. Мы просим Тебя сегодня, научи нас ходить достойно нашего звания, которым Ты нас призвал. Научи нас ходить в любви, научи нас ходить во свете, научи нас ходить в мудрости. Мы просим Тебя, чтобы Ты, Господь, нас своим духом изменял нашу походку, изменял наши поступки, то, как мы себя ведем, то, как мы думаем, мыслим. Просим, чтобы Ты в своей силе производил эти изменения в нас. Мы желаем меняться, мы желаем обновляться, мы желаем становиться сильнее в Духе Твоем. Мы нуждаемся в том, чтобы приближаться к Тебе, Господь. Мы сегодня обращаемся к Тебе, к источнику всей любви. Научи нас любить так, как любишь Ты. Научи нас любви, которая не превозносится, не ищет зла, не радуется злу, но радуется истине. Научи нас любви, которая никогда не перестает. Научи нас этой жертвенной любви, которая жертвует собой ради блага другого. Научи нас, Господь, тому, что значит ходить во свете. Научи нас жить такой жизнью, за которую потом не будет стыдно. Жизнью, в которой нам нечего скрывать и нечего прятать, потому что мы живем перед Тобою и живем достойно звания, которым Ты нас призвал. И научи нас, Господь, жить мудро, верно распоряжаясь временем, которое Ты нам дал, и наполняясь Твоим Духом, потому что Он нам для этого необходим. Просим Тебя, Господь, наполняй нас, когда мы вместе поем, наполняй нас, когда мы Тебя благодарим, наполняй нас, Господь, когда мы почитаем друг друга и подчиняемся друг другу в страхе перед Тобою. Дай нам возрастать в этом, Боже.
дай нам наполняться от Тебя и дай нам жить так, чтобы окружающие люди узнавали в нас Тебя, чтобы окружающий мир видел в нас Иисуса Христа, чтобы исполнилось по-настоящему то слово, которое мы сегодня читали, что мы свет в нашем Господе. Да будет так, Господь. Я прошу Тебя, научи нас этому. И пускай наша походка, она прославляет Тебя. Пускай наша походка, она превозносит Тебя. Пускай наша походка указывает людям на Тебя. Да будет наша походка вслед за Иисусом Христом. Аминь.